воспитания и социализации личности, поддержки молодежных инициатив, дополнительное образование Коми Республиканского института развития образования. И мы сегодня с вами собрались на данный семинар во исполнение указания Министерства образования, науки и молодежной политики, а также во исполнение распоряжения главы Республики Коми номер 296-Р от 25 сентября 2021 года. И мы проводим с вами онлайн-семинар на тему о недопустимости увлечения несовершеннолетних в деятельность деструктивных сообществ, политические акции и о возможных последствиях участия в подобных сообществах и мероприятиях. Но прежде чем приступить к нашему семинару, хочу вот на чем остановиться. На мою электронную почту сегодня поступило письмо от педагога из одной образовательной организации республики следующего содержания. Добрый день, Лариса Владимировна. 12 октября 2021 года в 16 часов проходил семинар по теме профилактика девиантного поведения обучающихся, формы и методы работы классного руководителя. Было много проблем с подключением, но все же через ссылку подключились и слушали, участвовали в работе семинара. Где сертификат участника по данной работе? Если не предполагается, то и не отвлекайте нас. Не отвлекайте людей, им есть чем заняться. С нас требуют документы о работе, об участии в семинарах. Жду ответа на мой вопрос. Отвечаю. Сертификат выдается в электронной форме абсолютно всем, кто принимает участие в семинарах. Ну, а отвлекать вас от вашей работы мы просто не имеем права. Все проводимые нами семинары направлены прежде всего в помощь классному руководителю. А порой ведь так не хватает информационной подпитки и времени для поиска ответа. Поэтому в начале каждого семинара я начинаю обращение к вам. Дорогие коллеги, если у вас в ходе семинара появились пожелания, кого-либо посоветовать из экспертов, приглашать на наши площадки, предложения об интересующих темах, вопросы, возникающие в ходе семинара, прошу писать в чате и не стесняйте своих вопросов. Кроме того, еще одна просьба. В чате мы видим порой фамилию и имя. Указывайте, пожалуйста, полные свои данные, чтобы корректно к вам обращаться по имени и отчеству при ответе на ваши же вопросы. И, конечно же, вашу образовательную организацию и населенный пункт. Итак, мы начинаем наш семинар. Каждый раз, когда истории о трудных подростков взрывают новостную ленту, взрослые начинают хвататься за голову и искать виноватых. Ну и нередко, конечно же, крайней становится школа, куда, мол, смотрели учителя, прежде чем подросток совершил попытку самоубийства или напал на своих одноклассников. Родители, как правило, беспокоятся о безопасности ребенка в реальном мире, то есть отслеживают, с кем он общается, с кем он дружит, на какие кружки и секции он посещает. А когда ребенок сидит в интернете, он вроде бы обут, одет, накормлен, находится дома, и как бы ребенок находится в безопасности. Но что в этот момент происходит с ребенком, насколько безопасно место, где он находится, об этом думают не все. И современная система потребления информации создает огромный разрыв между реальностями, в которых живут взрослые и дети. До появления соцсетей, если у молодежи и появлялись какое-то опасное увлечение, оно навязывалось медиа, да, то есть мы, как правило, оно было везде, и на радио, и на телевидении. И эту информацию получали как наши дети, так и мы, взрослые. И когда что-то случалось с ребенком, что-то происходило с ним, родители хотя бы имели представление об этом явлении. А сейчас все не так. Сейчас какая-то вбрасываемая тема может быть у детей сверхпопулярна, а родители могут быть вообще не в курсе самого явления. Получается, пока не коснется беда, мы ее не видим. Но когда это происходит, ощутимым становится и боль, и вина. Почему вина, вы спросите меня? Да потому что не смогли предотвратить беду из-за незнания. И я вам напоминаю такую латинскую премудрость. Предупрежден, значит вооружен. И сегодня вас будут вооружать информацией и рекомендациями следующие эксперты в этой области. Итак, знакомимся с нашими экспертами. Веревкина Ольга Сергеевна, инспектор отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Коми. Добрый день.
Далее, начальник отдела организации применения административного законодательства МВД по Республике Коми Сорокин Владимир Александрович. Добрый день, уважаемые участники. И прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Республики Коми Юлия Владимировна Шпилева. Здравствуйте. Итак, я передаю сразу же слово Ольге Сергеевне Веревкиной, инспектору отделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. Тема ее выступления, согласно нашей программы, проявление деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Ольга Сергеевна, хотелось бы услышать отдельным блоком вашего выступления, какова же ситуация в нашей республике в части проявления, выявления деструктивного поведения среди наших детей. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, проблема распространения деструктивного поведения в детско-юношеской среде не утрачивает своей актуальности. Основными агентами социализации детей и молодежи являются уже не семья и государство, а медийно-информационная среда с девиантогенными посылами и стимулами. Таким образом, развлекательно-досуговые и потребительские устремления детей и молодежи, подкрепляемые медийно-информационной средой, при одновременном пренебрежении к труду и образованию, формируют базис для деструктивного поведения. Факт отклоняющего поведения в подростковой молодежной среде есть реальность, с которой, к сожалению, каждый день сегодня сталкиваются и педагоги, и психологи, и родители. Что же такое деструктивное поведение? На сегодняшний день чаще всего оно определяется как устойчивое поведение психически здоровой личности, отклоняющееся от наиболее значимых в конкретном обществе социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности и сопровождающее ее социальной дезадаптацией. Деструктивные проявления в поведении детей и молодежи – совокупность поступков, которые характеризуются тем, что нарушают нормы морали и права, вызывают отторжение у общества, наносят ущерб организму нарушителя, его личности, ближайшему окружению, всему обществу в целом. Основывается на желании нарушителя компенсировать свое недостаточное личностное развитие и неспособности удовлетворить собственные социальные потребности в приемлемых обществом формах. Деструктивное поведение может быть условно разделено на две основные категории. Делинквентное поведение, иначе противоправное, и отклоняющееся поведение, не попадающее в категорию противоправного. В свою очередь, отклоняющееся поведение, не попадающее в категорию противоправного, имеют разновидности, на каждой из которых мы остановимся поподробнее. Аддиктивное поведение – это целенаправленное изменение своего психического состояния с помощью психоактивных веществ, химические аддикции или патологичные фиксации на какой-либо деятельности, нехимические аддикции, по-другому поведенческие аддикции, вызывающие яркие положительные эмоции и формирующие привыкание. То есть в первом случае это, возможно, привыкание за счет психотропных веществ, допустим, психоактивных. Во втором случае это вступление в какую-либо группировку. Раньше это было, например, эмо, готы и так далее. Следующая разновидность – отклоняющееся поведение на базе агрессивности личности, заключающееся в предпочтении насильственных способов достижения целей и удовлетворения потребностей. Может быть выражена в форме вербальная агрессивность, буллинг, тирания в отношении близкого человека. Разновидность – суицидальное поведение. Это совокупность поступков, направляемых мотивами и представлениями о лишении себя жизни. Оно может проявляться в форме демонстративно-шантажного, аффективного, альтруистического. Следующая разновидность – сексуальное и репродуктивное поведение. Характеризуется искажением полуролевой идентификации, аномальными сексуальными влечениями и перверсиями, идущими вразрез с социально ожидаемыми нормами репродуктивного поведения. Это более раннее вступление в половые отношения, в среднем в 16 лет, приемлемость для значительной части молодежи сексуальных добрачных связей и сожительства, возрастание интереса общества ко всем видам эротики, нарастание дистанции между сексуальным поведением молодежи и установками предшествующих поколений. В век интернета и пропаганды сексуальности вопросы полового воспитания детей и подростков актуальны как никогда. К сожалению, немногие родители готовы открыто говорить об этом. Тем самым они обрекают ребенка на поиск ответов на улице. А это может повлечь непредсказуемые последствия,
привести к травматичному опыту для ребенка и подростка, и, кроме того, повышает риск сексуального насилия. Свободное общение родителя и ребенка на темы, которые многим кажутся неудобными, верный путь для создания доверительных отношений. Следующая разновидность – это у нас социально-паразитарное поведение. Представляет собой такой антиобщественный образ жизни и действий, когда человек сознательно стремится обеспечить для себя приемлемые условия существования в данном обществе за счет самого общества, основными чертами которого являются извлечение нетрудовых доходов и уклонение от общественного полезного труда за счет манипулирования человеческими потребностями, чувствами, желаниями. Основные маркеры социального паразитизма отражены на слайде. Среди лиц, ведущих данный образ жизни, значительную часть составляют алкоголики, наркоманы, проститутки. Признавая необходимость профилактики всех разновидностей деструктивного поведения детей и молодежи, следует обратить особое внимание на резонансные проявления, характеризующие широтой распространения, особой трагичностью и масштабным социальным ущербом. Здесь мы также остановимся поподробнее на такой разновидности, как буллинг в образовательной организации. Это агрессивное преследование, систематическая травля и унижение по схеме ученик-ученик, ученик-учитель, встречается и учитель-ученик, родитель-учитель. Ученик-ученик. Главный совет – не оставляйте ни одно агрессивное проявление ребенка без внимания. Учитель-ученик. Причин подобного поведения школьных учителей не так уж мало. Самый простой, возможно, знакомый многим пример. Например, умный, начитанный, любознательный, амбициозный ученик поправляет, дополняет учителя на уроке, демонстрируя свои знания. Либо другой вариант. У ребенка страдает поведение, он активный, неусидчивый и действительно мешает учителю вести урок. Трудно предположить, что подобная ситуация может доставить удовольствие учителю. И начинаются придирки к ребенку, мелкие и покрупнее, занижение результатов успеваемости, замечания и устные, письменные. Порой личная неприязнь учителя проявляется в виде насмешек, оскорблений, нарушения границ ребенка, пассивной агрессии. Кроме этого, есть такая форма родитель-учитель. Грубость родителей в отношении учителей почти такое же частое явление в современной школе, как хамство учеников. К сожалению, учителям часто приходится нелегко. Нужно многое сдерживать и со многими справляться в одиночку. Но это специфика профессии, и к этому нужно быть готовым, если выбираешь для себя эту область деятельности. Но если педагог сам не может разрешить данную ситуацию с помощью диалога, тогда нужно обязательно обращаться за квалифицированной помощью. Следующее, на чем хотелось бы остановиться, это экстремальное увлечение детей и молодежи, сопровождающееся высоким риском для жизни, опасно своими частыми трагичными итогами. Это, как правило, дети увлекаются зацеперы. Что это такое? Это проезд на поезде снаружи или на крыше. Руферы увлекаются прогулками или демонстрируют трюки на крышах высотных зданий и сооружений. Данное деструктивное поведение воспринимается как героичное, оригинальное и обычно ориентировано на одобрение среди сверстников или значимых лиц. Кроме этого, хотелось бы обратить внимание, что у нас в интернете можно встретиться с агрессивными группами. Что они из себя представляют? Как правило, некоторые из них вам уже знакомы. Допустим, АОЕ, МКУ. Поподробнее. Что значит АОЕ? Аббревиатура обозначает «Арестантский уклад един». Это криминогенная субкультура детей и молодежи, активно поддерживаемая преступным сообществом, которая ориентирует несовершеннолетних на приятие преступных ценностей, правилами взаимоотношений и распределения статусов среди преступников. Здесь идет изучение воровского закона, сбор общака, иерархия членов подростковой молодежной среде схожа с тюремной. Субкультура усиленно романтизирует криминальный образ жизни. Членами АОЕ в дальнейшем обещается поддержка от преступного мира, особенно в местах лишения свободы. Постепенно у членов АОЕ формируется высокая степень криминальной мотивации и готовность к совершению преступлений. Справочно. Впервые о движении АОЕ в России широко заговорили в 2011 году, когда в Забайкальском крае задержали напавшую на частную фирму банду из 20 человек.
В августе 2020 года Верховный суд России постановил признать Международное общественное движение АОЕ экстремистской организацией. Любая деятельность, связанная с АОЕ, запрещена на территории страны. Теперь действия тех, кто причисляет себя к данному движению, подпадают под статью 228 прим. 1 «Организация экстремистского сообщества Уголовного кодекса Российской Федерации». МКУ расшифровывается как «маньяки культ убийства». Группа появилась в 2018 году на Украине. Среди символов банды свастика идеология предписывает унижение неславян, бомжей и наркоманов. С недавних пор группировка вела через сети активную вербовку российских подростков. Кроме этого, хочется обратить внимание на такую форму, разновидность, как скулшутинг. Это вооруженное нападение, акт реализации ненависти, выливающийся в массовые расправы над педагогами и учащимися в стенах образовательной организации. С этим сталкиваемся мы сейчас довольно часто. Последнее было в городе Пермь. Заканчивая свое выступление, хочу привести статистику по Республике Коми. На сегодняшний день, за 10 месяцев 2021 года, на территории Республики Коми зафиксировано 67 суицидальных попыток. Из них 3 оконченных суицидов. Кроме этого, поступило в адрес МВД от служб, которые проводят проверки в данном направлении, 4 информации в отношении 12 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года была 1 информация в отношении 1 несовершеннолетнего о том, что тот или иной несовершеннолетний интересуется той или иной информацией, связанной с суицидами, с группировками АОЕ, либо с иными деструктивными формами. Это у нас в Воркуте 5 несовершеннолетних, Ухта 1 несовершеннолетний, Сосногорск 1, Инта, Эжвинский, Сыктывдинский, Усть-Куломский районы по 1. Но это не обязательно, что дети причисляют себя к той или иной группировке. Нет, это совсем не так. Возможно, дети проявляют какой-то интерес, например, к суицидам, что-то транслируют на своей страничке, либо каким-то образом читают статьи и какие-то делают заметки на своих социальных сетях. По половой принадлежности больше всего девочек. Из 12 их получается 7 девочек и мальчиков 5. А по возрастной категории? По возрастной категории от 12 до 16 лет. И больше всего, если взять по возрасту, да, у нас получается от 14 до 16 лет, это у нас 9 несовершеннолетних. Помладше там уже, от 12 до 13, там трое несовершеннолетних. И хотелось бы обратить внимание на то, что это наше общее дело. Здесь идет работа всех субъектов профилактики. То есть это не только школа, это не только правоохранительные органы, да? Это органы управления здравоохранения, органы по делам молодежи, учреждения органов по делам молодежи, органы опеки, попечительства. То есть, получается, к вам, учителя, хотелось обратиться с той целью, что вы очень часто, дети проводят время в основном в школе. И не хотелось, чтобы вы прошли мимо детей, которые общаются на такие темы, как суициды, допустим, интересуются какими-то деструктивными направлениями, вот как, например, АОЕ, да. В этом случае, если вам что-то известно, чтобы вы сообщали в правоохранительные органы. Либо, если, допустим, вы обращаете внимание, что дети в классе общаются на такие темы, ведь чаще всего дети не понимают последствия того, о чем они говорят. Допустим, они проявили просто свое любопытство и что-то выложили на своей страничке, но они ведь не понимают, что за это могут понести они ответственность, как уголовную, так и административную. Поэтому в этом плане нужно быть очень осторожными. Если вдруг вы обращаете внимание, что дети проявляют какой-то интерес, можно всегда пригласить инспектора, чтобы ваш инспектор по школе по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу о недопустимости и поговорила о том, какие последствия могут быть, если интересоваться той или иной, даже чисто ради любопытства, темой. У меня все.
Спасибо за внимание. Ольга Сергеевна, спасибо большое. Уважаемые коллеги, действительно, эта тема очень актуальна. Судя, говорю, по новостным лентам, что мы видим в Российской Федерации, да и в республике нашей Коми. И 12 октября уже был семинар у нас посвящен девиантному поведению несовершеннолетних. Ну вот я хочу еще остановиться на чем, что в начале 2021 года в российских городах прошли протестные акции. Но и нашу республику эта волна тоже захлестнула. Сейчас все мы понимаем, что ставка-то была сделана как раз на вовлечение несовершеннолетних, максимального количества в данное мероприятие и в это протестное настроение. И была это специально организована провокация. Из-за масштабной кампании в соцсетях, конечно, все мы ожидали о том, что выйдет масса школьников и примет участие в этих протестных акциях. Но разные методы были предприняты для сдерживания детей, чтобы они не оказались у нас на улице. Все прекрасно помните это время. Это был январь текущего года, 23 и 31 января. И учебные заведения придумали разнообразные мероприятия для того, чтобы удержать детей в образовательных организациях, чтобы они находились под присмотром педагогов. Но некоторые подростки все-таки у нас оказались на улице. И все-таки можно порадоваться тому, что они не составили костяк протестующих. Это результат усилий взрослых, родителей и прежде всего вас, как педагогов, в первую очередь. На территории нашей республики в ходе обеспечения общественного порядка сотрудников полиции были установлены эти несовершеннолетние. Возрастная категория – это в основном 16-17 лет, а место учебы, по месту учебы – это и школьники, и учащиеся УСПО. И в наш диалог вступает Владимир Александрович Сорокин, начальник отдела организации применения административного законодательства МВД Республики Коми. Владимир Александрович, какова же все-таки ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и несогласованных политических акциях? Вам слово. Добрый день, уважаемые участники. На сегодняшнем семинаре хотел бы до вас довести информацию по актуальным вопросам последствий участия граждан в несогласованных акциях, а также участия в них несовершеннолетних детей. Начнем. Право собираться мирно, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования закреплено у нас в статье 31 Конституции Российской Федерации. При этом данное право может быть ограничено федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Порядок организации и проведения главным образом регламентируется федеральным законом от 19 июня 2004 года номер 54 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. В настоящее время законодателем обращено особое внимание на данную сферу общественной жизни, в том числе на необходимость строгого соблюдения порядка организации проведения публичных мероприятий. За нарушение действующего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сразу остановлюсь, что по закону у нас привлечению к административной ответственности подлежит лицо, достигшее на момент совершения правонарушения возраста 16 лет. Так, за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф на граждан от 10 тысяч до 300 тысяч, обязательной работы от 20 до 200 часов, а также административный арест на срок до 30 суток. Что касается несовершеннолетних, к ним применим только один вид наказания в данном случае – это административный штраф. Наиболее распространенная ответственность несовершеннолетних при проведении несанкционированных публичных мероприятий – это их участие в них. Законом предусмотрены обязанности участников публичного мероприятия, такие как выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного мероприятия, соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения. Кроме того, участник не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски. За нарушение участникам публичного мероприятия, порядка его проведения, санкция статьи предусматривает штраф на граждан от 10 до 20 тысяч, либо обязательные работы до 40 часов.
За повторное уже совершение данного административного правонарушения санкция более строгая и предусматривает штраф на граждан от 150 до 300 тысяч, обязательные работы от 40 до 200 часов, либо административный арест на срок до 30 суток. Кроме того, совершение аналогичного административного правонарушения более 2 раз в течение полугода предусмотрена уже уголовная ответственность статьей 212 прим. 1 Уголовного кодекса, санкция, которая предусматривает штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы 1 год, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы уже на тот же срок, то есть до 5 лет. Возвращаясь к административной ответственности, особого внимания заслуживает вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Предусмотрена также статья, у нас 20.2 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Санкция за это предусматривает штраф на граждан в размере от 30 до 50 тысяч или обязательные работы от 200 до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Таким образом, законодатель особо подчеркивает необходимость защиты прав несовершеннолетних лиц при осуществлении форм гражданской активности. При этом не стоит забывать, что на основании Семейного кодекса родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они также несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Законодатель особо уточняет, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. Например, статья 5.35 Кодекса административных правонарушений, предусматривающая ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа до 500 рублей. Санкция небольшая, но вместе с тем, кроме как привлечения к административной ответственности родителей, сотрудниками полиции решается вопрос также об их постановке на профилактический учет, как не исполняющие свои обязанности сроком до 6 месяцев. В целом, несмотря на то, несет ли несовершеннолетний административную ответственность, то есть достиг ли он возраста, сотрудниками по делам несовершеннолетних также рассматривается вопрос о его постановке на профилактический учет до 6 месяцев с возможностью продления в случае продолжения противоправного поведения. Для сведения доведу статистику, что за истекший период текущего года за участие в несанкционированных публичных мероприятиях на территории республики к административной ответственности привлечено 11 несовершеннолетних. Это в основном Сыктывкар, Ухта, Воркута. И тут хочу обратить внимание учителей и педагогов, что зачастую несовершеннолетние не знают последствий участия в несанкционированных публичных мероприятиях, не понимают, что за невыполнение требований сотрудников полиции предусмотрена ответственность. Поэтому наша с вами обязанность довести это до всех детей и уберечь их от участия в несогласованных публичных мероприятиях. Спасибо за внимание. Владимир Александрович, огромное спасибо. А вас, уважаемые коллеги, я хочу напомнить то, что 22 ноября текущего года пройдет республиканский онлайн-классный час для учащихся 7-11 классов по теме «Мы в ответе за свои поступки», где примут участие также сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми. Также Владимир Александрович будет говорить об ответственности с вашими детьми по данному направлению. И прокуратура города Сыктывкара у нас также примет участие в данной теме. Поэтому напоминаю, что 22 ноября состоится республиканский онлайн-классный час на тему «Мы в ответе за свои поступки». Ждем ваших подключений. Владимир Александрович, спасибо большое. Продолжим дальше наш семинар.
Я попрошу найти слайд МВД Республики Коми, там, где схема расположена, все субъекты профилактики. Предпоследний слайд. Нет, МВД Республики Коми слайд. Ага, пока ищут, я начну с того. Макет презентации, да, по-моему, там? Нет, это не то. Не то. Только что вот, который был до Владимира Александровича. Ольга Сергеевна, по которому озвучила, не программа, презентация МВД Республики Коми. Вот, стоп, прямо мы попали на этот слайд. Спасибо большое. Так вот, уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года, номер 120 ФЗ, об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, согласно статьи 4, органы, осуществляющие управление в сфере образования организации, осуществляющие образовательную деятельность, входят также в систему субъектов системы профилактики. Ольга Сергеевна красиво, четко сказала о том, что значительную часть времени дети все-таки ежедневно проводят по месту учебы, где достаточно возможностей для осуществления с ними как на плановой, так и неплановой основе профилактических мероприятий общего и индивидуального характера. Раннее предупреждение девиантного поведения подростков – это общая проблема, это не только проблема образования, всех субъектов, которых вы видите на слайде, и она решается совместными усилиями и в соответствии с законодательством, полномочиями, которыми наделены субъекты системы профилактики. Но я вам хочу сказать, что с учетом прежней своей деятельности, все-таки, как показывает практика, на момент совершения преступления 70% подростков на учете в органах внутренних дел не состояли. И более того, когда начинаешь выяснять, что это за подросток, да, какой он образ жизни вел в образовательной организации, по месту жительства, то были все основания для того, чтобы его поставить на внутришкольный учет. А когда еще инспектор ПДН запрашивает характеризующий материал на этого подростка, и в характеристике вы пишете о том, что данный подросток склонен к совершению краж, или данный подросток выражался постоянно безадресно на уроках нецензурной бранью, тогда вопрос, а где эти информации, почему эти информации не поступали в органы внутренних дел для принятия мер к данному подростку? Вы понимаете, что вот эта безнаказанность, она ведь порождает со стороны подростков совершение более тяжкого преступления. Недавно я услышала мнение одного из заместителей директоров образовательных организаций столицы, дословно. Вот мы сообщили в полицию о случившемся, а потом начались всякие проверки с Министерства образования, с прокуратуры. Лучше бы, наверное, мы промолчали. Я была немного удивлена этими словами. Мне кажется, что для каждого педагога нашей республики трагедия, которая случилась, сейчас Воркута сколыхнется, что я опять привожу их в пример не с лучших сторон, которая случилась трагедия в феврале 2017 года в поселке Елецком, город Воркута, она, наверное, явилась таким своеобразным поводом задуматься. Ваша обязанность сообщить о случившемся происшествии в органы внутренних дел, а они уже сами разберутся. Для того и созданы правоохранительные органы, чтобы дать законную, обоснованную правовую оценку любому деянию. Есть ли состав преступления или нет состава преступления. Поэтому я приглашаю вступить в разговор Юлию Владимировну, прокурора отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Республики Коми. Юлия Владимировна, мне бы хотелось услышать, вот вашими сотрудниками прокуратуры на местах, много ли выявляется нарушений в деятельности образовательных организаций в сфере профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних? И выявляются ли такие факты сокрытия образовательными организациями противоправных деяний наших несовершеннолетних? Пожалуйста, вам слово. Уважаемые участники семинара, еще раз всем здравствуйте. В начале выступления хотелось бы озвучить, что уже, как правильно было сказано, что у нас основной закон о профилактике – это 120-й закон. Органы прокуратуры
регулярно проводят проверки исполнения требований данного закона. За 2020 год органами прокуратуры республики выявлено практически 1500 нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях устранения которых принесено 209 протестов, направлено более 200 представлений об устранении нарушений, в суд направлено 100 заявлений. По результатам рассмотрения представлений практически 300 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. За истекший период 2021 года выявлено практически 1200 нарушений закона об профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В суд направлено 52 заявления. Внесено 153 представления. По результатам рассмотрения представлений около 200 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Таким образом, по результатам озвучивания этих цифровых показателей можно сделать вывод, что состояние законности в сфере профилактики безнадзорности на сегодняшний день не имеет предельно положительной динамики. Основная доля нарушения профилактики, безусловно, приходится на органы образования, как образовательных организаций, так и управления образованием. В текущем году во главу угла, конечно же, в области профилактики для всех субъектов и в первую очередь для образовательных организаций всех видов стали вопросы предупреждения участия несовершеннолетних в деятельности деструктивных сообществ различной тематики. Это не только касается публичных мероприятий, но и, так как уже было озвучено правильно, это и суицидальные попытки, и многие другие вопросы, а также в несанкционированных политических акциях. Анализ выявляемых нарушений свидетельствует, конечно, об упущениях в работе образовательных организаций, несмотря на то, что следует отметить, что работа проводится большая, значительная, которая имеет результаты свои, но порой выявляемые нарушения указывают на то, что проводимая работа является неэффективной. Так, по результатам проведенных муниципальных образовательных организаций проверок в учреждениях также среднего профессионального образования, в связи с организованным в январе текущего года несанкционированными акциями протеста, в ходе которых установлены немногочисленные, но все же случаи участия подростков образовательных организаций общего образования, выявлены факты непринятия мер к проведению на постоянной основе мероприятий, направленных на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях. На момент проводимых проверок утвержденные планы профилактической работы в ряде учреждений не предусматривали мероприятия, направленные на противодействие распространению идеологии как экстремистских проявлений, так и терроризма среди учащихся. По сути, только 22 и 23 января 2021 года в преддверии как раз проведения несанкционированных публичных мероприятий среди учащихся образовательных организаций, а не только старшеклассников, были проведены соответствующие беседы, что являлось недостаточным в условиях имеющейся активной пропаганды, в том числе с использованием средств массовой информации, сети интернет, а также протестных настроений среди несовершеннолетних на территории Российской Федерации. Более того, учащиеся, проявляющие интерес к несанкционированным протестным акциям, не были охвачены мероприятиями индивидуального профилактического характера. Без внимания остались учащиеся, имеющие низкую учебную мотивацию, пропуски занятий без уважительной причины, неаттестацию и неудовлетворительную характеристику. Следует констатировать, что все же профилактическая работа с несовершеннолетними, как правило, организовывается по факту совершения ими противоправных действий. Мониторинг занятости учащихся в выходные дни, начиная с 23 января 2021 года, со стороны образовательных организаций фактически не осуществлялся по результатам проверок, которые были организованы органами прокуратуры. Данные факты устанавливались. Без внимания остались учащиеся, проживающие вне общежития, но это касается учреждений среднего профессионального образования. Нарушения выявлены в организации работы советов профилактики образовательных организаций, как при планировании работы, так и при рассмотрении вопросов обозначенной тематики, при проведении заседаний, заслушивании заседаний советов ответственных лиц, обучающихся самих и их родителей, законных представителей, в том числе без принятия по результатам обсуждения конкретных решений и последующего контроля за их исполнением. В результате ненадлежащей профилактической работы, в том числе со стороны муниципальных общеобразовательных организаций, 4 учащихся, из которых один обучающийся 6 класса и 3 7 класса, приняли участие в проведении 23 и 31 января 2021 года несанкционированных органами местного самоуправления протестных мероприятий на территории Сыктывкара.
В результате проведенных прокуратурой города Сыктывкара в адрес руководителей общеобразовательных организаций по указанным фактам было внесено 6 представлений, все были рассмотрены, удовлетворены. 8 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, были принесены 4 протеста на приказы о привлечении лиц, участвующих в данных акциях, к ответственности дисциплинарной в порядке законообразования за совершение противоправных действий, подпадающих под признаки административного правонарушения. Все протесты рассмотрены и удовлетворены. Обращу внимание, что основаниями для принесения протестов в данном случае явились привлечение несовершеннолетних к непредусмотренной законом образования ответственности, а именно предупреждение, которое законом образования не предусмотрено. Напомню, что у нас предусмотрены виды ответственности, такие как замечания, выговоры и отчисления. Кроме того, были привлечены учащиеся в отсутствие на то законных оснований и с нарушением установленного порядка. Отсутствие у образовательной организации официальной информации о совершении указанных действий со стороны органов внутренних дел, вынесение полиции определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по факту, за который учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности, притом по другой статье, не по той, по которой указывает образовательная организация в своих приказах. При выявлении несовершеннолетних лиц, склонных к деструктивному поведению, хочу обратить внимание, что необходимо своевременно информировать об этом, как уже было отмечено, правильно, абсолютно, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, другие субъекты профилактики, в первую очередь органы внутренних дел. Во всех случаях обращать внимание и контролировать занятость несовершеннолетних, в том числе лиц, окончивших 9 классов и отчисленных из образовательных организаций и не продолживших дальнейшее обучение. Принимать меры по взаимодействию с родителями, законными представителями таких несовершеннолетних. И информировать орган управления образованием, комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер воздействия в отношении родителей, не обеспечивших получение образования своими детьми. Это касается выпускников 9 классов, как я уже обратила внимание. Незанятость несовершеннолетних и увлечение просмотром контента в сети интернет, который демонстрировал жестокость, желание испытать острые ощущения явились причинами совершения в текущем году 2 несовершеннолетними на территории Эжвинского района города Сыктывкара покушения на убийство взрослого лица, оказывающего услуги такси. Этот случай стал резонансным, он попал в сводки Генеральной прокуратуры Российской Федерации, поставлен на контроль. Одной из причин незанятости данных подростков явились несвоевременно организованная профилактическая работа со стороны органов образования, направленная на продолжение обучения несовершеннолетними. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг известных страниц обучающихся в социальных сетях, сообществах, обращать на размещаемые посты, комментарии, своевременно реагировать на информацию, которая может представлять угрозу, оперативный интерес, незамедлительно сообщать об этом, как уже было сказано, правоохранительные органы. В связи с имеющимися в текущем году фактами незавершенных суицидов на территории Республики Коми, суицидальными попытками, а также завершенных фактов суицидов, необходимо продолжить кропотливую работу по профилактике аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних, постоянно взаимодействовать с родителями таких детей, имеющих склонности к суицидальному поведению, оперативно реагировать на факты неблагополучия в семье, ставить на внутришкольный учет таких детей и не снимать с него до наступления соответствующих оснований, подтвержденной уверенностью о недопустимости впредь несовершеннолетним данного поведения, и только после взаимодействия данного вопроса с заинтересованными субъектами профилактики. Как показывает практика, данные требования не выполняются образовательными организациями, либо выполняются не всегда. В заключение отмечу, что задача всех органов и учреждений системы профилактики в настоящее время является принятие максимально возможных мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних, формированию у детей навыков критического мышления, умение оценивать возможные риски и противостоять воздействию с целью вовлечения их в деструктивное поведение. Благодарю за внимание и хочу всех поблагодарить за проделанную работу. Юлия Владимировна, спасибо большое. Но вот поступил вопрос. Анна Крижевская, к сожалению, уважаемые коллеги, вы, наверное, меня не услышали в начале семинара. Я просила писать фамилию, имя, отчество, образовательную организацию и населенный пункт. Откуда вы? Почему? Потому что вот мне сейчас неудобно обращаться просто. Анна задала вопрос. Итак, вопрос Анны Крижевской. Образовательная организация работает по профилактике плохо. Это мы поняли из выступления. А работа по профилактике со стороны МВД ведется на высоком уровне? Вопрос.
также нарушение выявляется. Органы образования, образовательные организации и органы внутренних дел являются, поскольку основными субъектами все-таки профилактики по 120 федеральному закону, соответственно, и в данных учреждениях, органах выявляется наибольшее количество нарушений. Органы образования не единственное. Ну, поскольку у нас тематика все-таки выступления была о выявляемых нарушениях в органах образования, поэтому касаемо выступления была эта тема. Угу. Все, мы нашли. Анна Крижевская, Глотовская, СОЖ. Это, я так поняла, Бухтинский район, да? Вот. Нет? Ага, все, хорошо. Спасибо большое, Юлия Владимировна, за выступление. Уважаемые коллеги, вот то, что сегодня прозвучало на нашем семинаре, особенно выступление Ольги Сергеевны Веревкиной, про деструктивные группы, проявления. Я прошу вас, наверное, или предупреждаю вас о том, что данную тематику с детьми напрямую категорически общаться нельзя. Почему? Потому что вот после нашей с вашей встречи не надо спрашивать ребенка, ты знаешь, что такое крипипаста, или там, ты знаешь, что такое слэш, Джефф-убийца. Мы таким образом будем у них, наоборот, проявлять больше интерес. И поверьте, это уже не раз проверено. Поэтому ваша задача на сегодняшний день – наблюдение, да, за детьми. Правильно говорю, Юлия Владимировна? В любом случае, на эту тему, говорю, надо очень-очень осторожно общаться. И даже вот тот классный час, который республиканский состоится, я, честно говоря, за него очень переживаю. Почему? Потому что надо сказать все обдуманно, согласно нормативной практике, да, наших знаний. И будут вот приглашены как раз специалисты, которые, я думаю, расскажут детям, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, простого ответа на вопрос, что делать, нет и быть не может. Нужен скрупулезный анализ происходящего, еще раз, знание нормативных документов и высочайшая ответственность всех тех, кто работает с детьми, с родителями за судьбу этого ребенка. И понимание причин избежать трагедии сродни тем, что произошли в Керчи, Казани и Перми, которые сегодня уже выступления, эти города были озвучены. Хотя причины-то на поверхности, честно говоря. Почему? Потому что ушло то, без чего человек жить не может полноценно. Это духовность, это нравственность, это приобщение к труду, это воспитание ответственности. И сегодня на этом делается акцент в документах «Десятилетия детства», стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Осталось просто глубоко осознать необходимость содержательного наполнения в этих важных документах. К сожалению, в нашем обществе еще слабо развиты основы кибербезопасности. Нет такого предмета в программах обучения. Поэтому главная задача сегодня для общества, педагогов и родителей – это обеспечение безопасности детей, которые не всегда способны правильно оценить степень угрозы информации, так как они не всегда готовы правильно воспринимать ее или передать ее. Чаще всего нужно время для того, чтобы понять, как правильно и корректно организовать помощь несовершеннолетнему. Нужна информация, где можно ее получить. Я, пожалуйста, наши слайды Коми Республиканского института развития образования. Во-первых, все темы, следующий слайд, вебинары и семинары доступны к просмотру. Вы их можете просмотреть, ссылки все имеются в наличии. Следующий слайд, пожалуйста. Это помощь, куда вы можете обратиться, или родители ваших детей могут обратиться за консультацией. Конечно же, прежде всего, детский телефон доверия с единым общероссийским номером. Это скорая социальная помощь Республики Коми. Обращения принимаются анонимно и круглосуточно. А также вы можете порекомендовать родителям обратиться за помощью в консультационный центр Коми Республиканского института развития образования. Можно ролик вот включить? Угу. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». В Республике Коми создан Республиканский консультационный центр, который оказывает бесплатные услуги по консультированию родителей.
как получить место в детском саду и как подготовить ребенка к школе. Как перевести ребенка на семейное обучение? Какие социальные льготы и гарантии положены семьям, воспитывающим детей-инвалидов? Как стать приемными родителями. За ответами на эти и многие другие вопросы вы совершенно бесплатно можете обратиться в консультационный центр. 55 специалистов оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Родители могут принять участие в просветительских проектах: виртуальный логопункт, семейный родительский клуб «Моя семья», школа успешных родителей, академия будущих родителей. Центр может предложить различные виды консультаций: очная консультация, дистанционная консультация, выездная консультация. Запись на консультацию осуществляется через сайт. Вы можете выбрать, как с вами свяжется специалист консультационного центра. В консультационном центре работает телефон горячей линии 301 247. Очную консультацию специалиста вы можете получить по адресу: город Сыктывкар, улица Орджоникидзе, 23, кабинет 111. Специалисты нашего центра оперативно отреагируют на ваш вопрос и предоставят необходимую информацию. Республиканский консультационный центр. Поддержка семей, имеющих детей – наша цель. Большое за подключение ролика. Дорогие педагоги, сегодня ваш девиз должен состоять из 3 слов: принять, понять и помочь всем несовершеннолетним, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ну, сейчас у нас есть еще немножко времени, 10 минут, да? Можно там вопросы задают? Угу. Увеличить размеры вопросов? Ага. Анна Александровна, Глотовская СОЖ, согласна, действительно страшновато за республиканский классный час, как бы там не возбудили интерес детей к разным экстремистским организациям, о которых речь шла выше. Ну, уважаемая Анна Александровна, те организации, о которых речь шла выше, только будет доведена до вас и до родителей 15 ноября. С детьми на эту тему категорически мы разговаривать не будем. Мы будем говорить об ответственности. С какого возраста наступает уголовная ответственность, административная ответственность. Будет работать с нами психолог в этот день. Поэтому не переживайте, ничего у детей мы возбудить никакой интерес мы, конечно же, не будем. Так, дальше. На каком сайте доступны ссылки на вебинары? На нашем сайте Коми Республиканский институт развития образования. Так и называются вебинары, семинары. Мы можем показать, Александр Михайлович, да? Сейчас подключимся, и мы вам покажем, где вы можете все это найти. Ага. Так. Вот Коми Республиканский институт развития образования. Вы заходите по своим логинам и паролям и находите окошко «Воспитание». Угу. Угу. Вот вебинары, семинары, в ячейку, да, мы заходим, видеозал, вебинары, семинары, следующие. Угу. Вебинары, семинары. Вот. Угу. Заходим в ячейку «Воспитание». И все семинары, которые проходили за последнее время, и анонсы указаны именно на этой страничке. Вы можете спокойно данную информацию применять при подготовке родительских собраний, ну и либо классного часа. Так, воспитание создается, начинается в семье, абсолютно золотые слова, а родители все это сбросили на образовательные учреждения. Ведь так проще. Почему органы МВД не работают с такими семьями? Ну, я думаю, Ольга Сергеевна, вам вопрос. Почему МВД не работает с такими семьями? Я крайне не согласна с таким утверждением, потому что как раз-таки я еще раз говорю о том, что дети чаще всего находятся в школе и дома.
они находятся не в полиции. И если вы видите какие-то признаки, да, что в семье какие-то нелады, в этом случае мы от вас получаем такую информацию, и мы проводим проверку уже по вашей информации. Поэтому мы и говорим на то, что не проходите мимо таких ситуаций, обращайте на это внимание, информируйте полицию. Это общая работа, поэтому... Говорить о том, что не работать с такими семьями, я тоже не согласна. Почему? Потому что ведь помимо того, что информация поступает как от соседей, как от субъекта профилактики, полиция сами выявляет такие семьи в ходе своих рейдовых мероприятий, своих межведомственных мероприятий. Поэтому говорить о том, что полиция не работает, ну, я с вами обе соглашусь. Так, дальше, пожалуйста, какой вопрос? Как отслеживать детей в сети интернет? Анна Александровна, будьте добры, откройте, пожалуйста, наш вебинар от 25 октября, где выступал сотрудник Роскомнадзора Лимонов Сергей Сергеевич, и он рассказал об этом, как отслеживать детей в сети интернет. Можно, пожалуйста, ссылку на ролик родителей. Вы уже скинули ссылку. Вам направят, кого заинтересовал данный ролик, вам направят. Итак, уважаемые коллеги, наше время уже истекает. Я благодарю наших экспертов. Спасибо большое, что вы пришли, рассказали. Проблема действительно на сегодняшний день очень актуальная. И хочу вам напомнить, именно для педагогов, следующая встреча состоится 16 ноября в 16:00, а тема для обсуждения – как учить толерантности. Подключайтесь, задавайте вопросы, пишите предложения. Почему? Потому что вот я провожу уже 4-й семинар. К сожалению, увы, от вас предложений никаких не поступает. Мне очень важно ваше мнение тоже получить на обратной связи. Ну, до новых встреч. Берегите себя и своих близких. До свидания.